فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. الحمد لله. Хвала Аллаху, по милости которого совершаются благие дела. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же его и повинуйтесь ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Дорогие мусульмане, как мы знаем, наступил 1445 год по мусульманскому календарю, который берет свое начало с переселения посланника Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего, из Мекки в Медину. Решение принятия мусульманского календаря принадлежит великому сподвижнику Умару ибн аль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах, который решил ввести новый календарь после совещания с остальными сподвижниками. Хиджра – это переселение пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников из Мекки в Медину в поисках свободного соблюдения своей религии. То есть, переселение совершается, когда человек не может свободно исповедовать свою религию. Если бы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники могли открыто без всяких опасностей практиковать ислам, то не было бы нужды переселяться в Медину, как это сказал сам посланник Аллаха. Но в исламе есть еще один вид переселения, который обозначил нам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и который будет существовать вплоть до судного дня. Об этом переселении ученые пишут: слово «переселение» подразумевает не только оставление человеком своей родины, оно имеет еще одно значение, о котором посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Переселенец – это тот, кто оставил то, что запретил Аллах». Слово «переселенец» в узком его значении применяется в отношении сподвижников, переселившихся из Мекки в Медину, ввиду своей слабости и давления со стороны жителей Мекки. Однако, в широком значении, под словом «переселенец», как ясно понимается из вышеприведенного хадиса, имеется в виду любой человек, оставивший то, что запретил Всевышний Аллах. Исходя из второго значения слова «переселение», становится ясным, что данный вид переселения будет существовать вплоть до судного дня. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, говорит: «Переселение не прекратится, пока будет приниматься покаяние». То есть человек в любое время может оставить грехи и исправиться, пока врата покаяния будут распахнуты перед ним. Дальше говорится: «А покаяние будет приниматься до тех пор, пока солнце не взойдет с запада». Восход солнца с запада – это один из признаков приближения судного дня. Покаяние будет приниматься до тех пор, пока не настанет этот день. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, призывает нас сторониться грехов и покаяться. Верующий человек всегда должен сторониться грязных слов и выражаться только прекрасными словами, которыми доволен милостивый Аллах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «В судный день нет ничего, что окажется более тяжелым на весах, чем благой нрав». Поистине, Всевышнему Аллаху ненавистен человек с грязным языком. Мы можем заметить, как и молодые, и взрослые люди употребляют нецензурные выражения, особенно это распространено на просторах интернета, куда молодые люди закидывают материалы с непристойными словами. Мусульманин также должен сторониться беспечности и беспечных людей и держаться с теми, кто премного поминает Творца. Когда любимца Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, спросили, какой раб является самым достойным перед Аллахом, он ответил: многопоминающие Аллаха мужчины и женщины. Верующий человек обязан сторониться чрезмерности в еде и питье, чтобы оставаться энергичным и бодрым в служении Аллаху. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сын Адама не заполняет более плохого сосуда, чем живот». Для человека достаточно несколько кусков еды, которые позволяют ему выпрямить свой позвоночник. Это полезно как для здоровья, так и для поклонения. Ни один специалист или диетолог не сможет порекомендовать более полезный метод правильного питания, чем тот,
который рассказал нам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что верующий употребляет еду только, когда голоден, а употребляя еду, никогда не ест досыта. Если человек не сможет ограничиться малым количеством еды, то посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Пусть одна часть будет для еды, другая часть для питья, а оставшаяся для отдыха». Мусульманин должен оставить сон и лень, когда слышит призыв: «Намаз лучше сна». Как же намаз не будет лучше сна, когда господин всех творений, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: 2 раката перед утренним намазом лучше этого мира и всего, что в нем есть. То есть совершение этих 2 ракаатов лучше того, чтобы обладать большим богатством и расходовать это на пути Аллаха. Если таково достоинство 2 ракаатов перед утренним намазом, то что можно говорить о самой утренней молитве? Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто совершил утренний намаз в коллективе, находится под покровительством Аллаха». Какой же разумный человек не захочет оказаться среди тех, кому покровительствует сам Господь миров? Если человек будет исправно совершать утренний намаз в мечети, то совершение остальных намазов в коллективе окажется для него еще легче. Переселенец – это тот, кто оставляет безделье, проявляет усердие в поклонении и зарабатывает себе на жизнь дозволенным трудом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, говорит: «Поистине, Аллах любит человека, занимающегося ремеслом». Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел человека, работающего в поте лица, руки которого были в мозолях. Тогда пророк сообщил, что эти руки, которые любит Аллах. Поэтому те люди, которые занимаются ручной работой в поиске пропитания, это любимые Аллаху рабы. Имам Аль-Бухари привел хадис посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, который сказал: «Ни один человек не ел более полезную еду, чем ту, которую он заработал собственным трудом». Поистине, пророк Аллаха Давуд ел из того, что зарабатывал собственным трудом. Приближенные рабы Аллаха проявляли особое внимание поиску дозволенных путей пропитания, и поэтому ели только то, что зарабатывали собственным трудом. В завершении проповеди приведем хадис посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В своем прощальном паломничестве он сказал: «Не сообщит ли мне вам о верующем? Это тот, от которого люди обезопасены в своих душах и имуществах. Мусульманин – это тот, кто не причиняет людям вред своим языком и телом. Муджахид – это тот, кто сражается со своей душой в подчинении Аллаху. А переселенец – это тот, кто оставил прегрешение и ослушание». Пусть Всевышний Аллах позволит нам оставить то, что вызывает его гнев, и совершать то, что является причиной его довольства.